Ежегодно подобные совещания проводились в городе-курорте Гагра. Но с этого года совещания о подготовке к началу курортного сезона будут проводиться в столице нашей Родины, отметил глава государства, открывая встречу. Я думаю, что пора нам подумать о том, как охватить более качественно все регионы Абхазии. Все районы должны быть задействованы, и все должны активно вовлекаться и сами активно участвовать в этом процессе. Министр по курортам и туризму Автандилгардский рассказал об итогах курортного сезона прошлого года, отметив, что по сравнению с предыдущими годами он был не таким удачным. Связано это как с объективными, так и с субъективными причинами. Среди объективных – погодные условия, негативные события, имевшие место в селе Приморское, открытие турпотока в Турцию и Египет. Среди субъективных – слабо развитая инфраструктура, отсутствие высококачественного сервиса, а порой недопустимое отношение к туристам. Коллеги, цифры, безусловно, нужны. И они нужны для того, чтобы сравнивать и ориентироваться в дальнейшей работе. Но на самом деле не на цифры мы должны ставить акценты, а на том, как мы принимаем туристов и делаем ли все от нас зависящее. Первое и главное, что мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции. Не только между фирмами, но и странами. И что мы в этом соревновании занимаем не лидирующие позиции. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали туризм, рекреационной привлекательности, природного и культурного наследия, экологического направления, туризм в конечном итоге это бизнес. Мы продаем свой продукт, продаем те услуги, которые предлагаем туристу. В этой конкурентной среде чей продукт лучше, у того и будут покупать. У кого безопаснее, дешевле, качественнее, чище, у кого еда лучше, у кого уважительнее относятся к туристу, к тому и будут приезжать. Опыт показал, что к курортному сезону надо готовиться заранее и сообща. За каждым министерством и ведомством закреплены конкретные мероприятия, которые они должны провести в определенные сроки, подчеркнул министр. На данный момент в республике 360 объектов размещения с количеством мест более 23 тысяч. Начиная с границы ПСО, необходимо по максимуму благоустроить территории. Наличие дорожных указателей, более упрощенная регистрация иностранных граждан, оснащение необходимым оборудованием и инвентарем пляжей и зон отдыха, жесткий контроль деятельности объектов общественного питания и торговли, обеспечение в летние месяцы более интенсивной работы общественного транспорта, частое проведение культурно-массовых мероприятий. Список первоочередных задач довольно внушителен. Но все это возможно реализовать при совместной и, главное, слаженной работе, подчеркнул Автандилгардский. С докладами также выступили министр внутренних дел Гари Аршба и замминистра здравоохранения Мактина Лакербая, которые рассказали о готовности ведомств к началу курортного сезона. Как сообщил Гари Аршба, сотрудники ГАИ теперь будут оснащены видеорегистраторами, и все нарушения с их стороны будут фиксироваться. Мы хотим закупить видеорегистраторы, которые будут оснащены все сотрудники патрульно-постовой службы, все сотрудники патрульно-дорожной службы, которых будут у каждого сотрудника закреплено на груди. Вся эта фиксация будет вестись в онлайн-режиме, и все они будут подконтрольны. Поэтому все нарушения с их стороны будут фиксироваться сотрудниками управления собственной безопасности. Мактина Лакербая рассказала о готовности станций скорой медицинской помощи и медицинских пунктов к приему большого количества людей во время курортного сезона. По ее словам, чтобы иметь возможность своевременно и квалифицированно оказать медицинскую помощь, необходимо обеспечить учреждения дополнительными штатными единицами и не только. С целью оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи во время курортного сезона необходимо обеспечить приемный покой стационаров дополнительными штатными единицами, медикаментами и расходными материалами. Особое внимание необходимо уделить инфекционным стационарам. Усилить работу станций скорой медицинской помощи дополнительными бригадами, а также усилить работу государственной санитарной службы. В завершении совещания президент отметил, что в республике с каждым годом расширяется ареал туристической активности. Задействуется все больше городов и районов. Туристическая сфера приносит большие средства в бюджет. В то же время на имидж и бюджет республики влияет большое количество товаров, завозимых из Грузии, подчеркнул глава государства. Между тем, по словам президента, предложение о введении таможенных платежей на границе с Грузией воспринимается отрицательно. Рауль Хаджимба коснулся и вопроса диких животных и птиц, используемых
используемых в туристическом бизнесе. Глава государства отметил, что это не только негуманно по отношению к животным, но и опасно для людей. Президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности и дал поручение МВД не останавливать без серьезных причин транспортные средства с российскими номерными знаками. Рауль Хаджимба отметил, что все, что делается в экономике, связано с туристической сферой. Без работы аграрного, транспортного и энергетического сектора невозможно обеспечить высокий уровень туризма. В первую очередь, конечно, все то, что делается особенно в части экономики, касается и туристической сферы деятельности, от которого зависит положение дел и в бюджетной сфере. К этому направлению тесно привязаны аграрный сектор, транспортная составляющая, энергетика, а также, что немаловажно, это касается и нашего с вами имиджа. Туризм должен стать важной сферой жизнеобеспечения для нашего государства и деятельности наших граждан. И должен способствовать эффективному развитию экономики и социальной сферы. Как особо серьезную проблему в сфере туризма глава государства выделил сокрытие прибыли. В парламент переданы законопроекты по специальному налогу, патенту, курортному сбору, направленные на улучшение ситуации в этой сфере, отметил Рауль Хаджимба. По поручению президента во всех крупных туристических объектах должен вестись мониторинг посещений, а правительству Абхазии поручено обеспечить взаимодействие туристических объектов с объектами общественного питания и местными сельхозпроизводителями. Ирина Аршба, Леон Адлиба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.